Сергей Викторович, Абхазия накануне юбилейной даты. 5 лет назад Российская Федерация признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии в очень сложных условиях. Это позволило снять напряжение в регионе. Два государства стали субъектами международного права. Как вы оцениваете ситуацию на сегодняшний день? Вы знаете, прежде всего хочу сказать, что решение, которое было принято 26 августа 2008 года о признании независимости Республики Абхазия, Республики Южной Осетии, было действительно непростым, но принято оно было на основе очень глубокого и всестороннего анализа ситуации, который подвел российское руководство к выводу о том, что без признания независимости этих республик, без установления с ними союзнических отношений, будет очень трудно, если не невозможно, обеспечить не только безопасность Абхазии и Южной Осетии, но и само выживание этих народов. И это ведь был не разовый какой-то акт, когда вероломное нападение на Южную Осетию состоялось, и по установленным уже фактам готовилось примерно то же самое в отношении Абхазии. Эти отношения имеют глубокую историю, и они, к сожалению, были далеко не безоблачными и не по вине абхазов и юго-осетин. Мы все знаем, как относились к этим республикам в советское время. Не буду вдаваться в детали, но наиболее серьезным ударом по отношениям между грузинами, осетинами, абхазами было, конечно, воцарение господина Гамсахурди в Тбилиси, который провозгласил откровенно шовинистический курс, по сути дела, на этническую чистку Грузии для грузин, абхазов натурализовать, осетины пускай убираются за Кавказский хребет. И тогда началась война, когда грузины, воспользовавшись своим правом, предоставляемым по советским законам, правом референдума о выходе из СССР, отказали в том же праве Абхазии и Южной Осетии, хотя тем же законом такое право для автономных республик было предусмотрено. Ну и все знают, что началась война, и все знают, насколько она была кровопролитной, и как Российская Федерация, в общем-то, помогла остановить эту кровопролитную войну и в итоге помогла перевести процесс в русло переговоров, причем мы не скрывали своих стремлений действительно помочь достичь договоренности между Тбилиси и Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом. По Абхазии действовала международная структура под эгидой ООН, помогая искать договоренности. По Южной Осетии была такая же структура под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но, тем не менее, все эти годы, к сожалению, и особенно с приходом к власти господина Саакашвили, грузинская сторона не оставляла попыток силовым методом восстановить, как она говорила, территориальную целостность. Так что то, что произошло в августе 2008 года, когда был отдан вероломный приказ о нападении на спящий город, это, в общем-то, уже была квинтэссенция той политики, которую пытался проводить господин Саакашвили. И вот совокупность всех этих факторов, конечно же, учитывалась нами, когда соответствующее решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии было принято. С тех пор сделано немало. Мы союзники, у нас есть договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, очень насыщенная договорно-правовая база, 80 примерно межгосударственных и межправительственных соглашений. Еще 30 таких документов находятся в стадии переговоров. В концепции внешней политики Российской Федерации отношения с Абхазией выделены в специальную главу. Мы заинтересованы в том, чтобы продолжать оказывать содействие Республике Абхазия в обеспечении ее безопасности, в социально-экономическом восстановлении, в укреплении международных позиций.
и в целом в становлении Республики Абхазии в качестве современного демократического государства, где все люди, независимо от их этнического или иного происхождения, чувствуют себя равноправными, свободными и защищенными законом. И курс на последовательную поддержку Республики Абхазии по построению такого государства недавно подтвердил президент России Владимир Путин, когда он с президентом Абхазии Александром Анквабом встречался 15 августа этого года. Наша позиция не конъюнктурна, мы искренне заинтересованы в том, чтобы поскорее восстановить инфраструктуру, социально-экономическую сферу Республики Абхазия. Мы оказываем содействие, в том числе финансовое. Есть и механизмы, которые занимаются сотрудничеством с Республикой Абхазия и с Республикой Южной Осетии, в частности, межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Абхазией, которую возглавляет вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин. Есть и дополнительно созданная межведомственная комиссия, которую возглавляет помощник президента Голикова и замсекретаря Совета Безопасности Нургалиев, что помогает более скоординированно нацеливать действия наших экономических и прочих ведомств на эффективное содействие Республике Абхазия. Но, безусловно, наша окончательная цель сделать так, чтобы все эти средства работали эффективно, использовались с максимальной пользой для страны, для граждан Абхазии, и постепенно создавать условия для того, чтобы наше сотрудничество становилось все более и более взаимовыгодным, и чтобы экономика Абхазии становилась самодостаточной, может быть, не на 100%, но возможности для этого есть. И здесь роль, конечно, будут играть и инвестиционные проекты, которые сейчас обсуждаются. И я в целом уверен, что у нас очень хорошие перспективы. И не говоря уже о том, что наши традиционные многовековые связи всегда обогащались человеческим общением, контактами между людьми, сотрудничеством в сфере науки, культуры, образования. И все это, конечно же, востребовано гражданами Российской Федерации и гражданами Абхазии. Ну и с точки зрения международных позиций Республики Абхазии и Южной Осетии, я считаю, что, конечно, есть очень сильная предвзятость, которую наши западные партнеры и некоторые другие страны проявляют, когда они рассматривают то, что происходит на Кавказе. Реалии они, конечно же, видят и осознают, но по инерции пытаются применять двойные стандарты и политизировать отношение к уже состоявшемуся факту независимости Республики Абхазия и Республики Южной Осетии. Тем не менее, в этой ситуации вы продолжаете поддерживать контакты с теми государствами, которые уже признали вас, обмениваетесь визитами, мы это приветствуем и считаем, что число таких государств будет возрастать. По крайней мере, мы знаем из наших контактов с дипкорпусом, который представлен в Москве, что послы Абхазии и Южной Осетии являются весьма востребованными собеседниками со стороны многих руководителей дипломатических миссий западных и развивающихся стран. И, безусловно, тот факт, что уже около 3 лет, больше даже, продолжаются женевские дискуссии, это очень важный показатель того, что с реалиями все-таки приходится считаться, а не только заниматься такой односторонней пропагандой. И эти реалии в рамках женевских дискуссий признаются, поскольку в этом формате Абхазия и Южная Осетия на равных участвуют в обсуждении вопросов безопасности, прежде всего, на Кавказе, вместе с представителями России, Соединенных Штатов, ОБСЕ, ООН, Европейского Союза и Грузии, безусловно. И хотя дело движется не очень быстро, но по большому счету
есть общее понимание, и мы надеемся, что когда-то в скором будущем оно будет реализовано, понимание необходимости договориться о неприменении силы никогда в будущем. И есть на этот счет конкретные предложения. Надо только по-честному их обсуждать и исходить из существующей реальности. Она такова, что договариваться должны прежде всего Абхазия и Грузия, Южная Осетия и Грузия. И уверен, что в конечном итоге в интересах всех нас, прежде всего в интересах абхазов, осетин, грузин, налаживать добрососедские отношения в этом регионе. Мы отмечаем заявление нового правительства Грузии о своем стремлении к налаживанию таких отношений. Мы это приветствуем и считаем, что если исходить из интересов простых людей, помогать им налаживать связи по вопросам повседневной жизни, помогать им реализовывать свои интересы, то все геополитические предрассудки могут быть оставлены в стороне. И надо, повторю еще раз, исходить из существующего положения вещей и думать о людях, а не о чьих-то геополитических амбициях, тем более, что эти амбиции, как уже не раз мы говорили, абсолютно нереализуемы. Вот, завершая ответ на этот вопрос, хочу сказать, что сделано немало, но предстоит сделать еще больше. И, как мы почувствовали из наших контактов с абхазскими друзьями, они к этому готовы. Сергей Викторович, у меня были подготовлены вопросы по женевской тематике, по намеченным рядом грузинских экспертов надеждам по отзыву о признании Абхазии и Южной Осетии. Собственно, вы ответили на эти вопросы. У нас в этом году так получилось, что два больших юбилея. Это 5-летие признания суверенитета Абхазии, и в сентябре предстоит отметить крупную дату — 20 лет победы народа Абхазии в Отечественной войне. Нам дороги были бы ваши пожелания, услышать ваши пожелания абхазскому народу. Знаете, я уже касался в своем предыдущем ответе трагических страниц судьбы абхазского народа. Желаю, самое главное, мира, чтобы никогда больше не проливалась кровь, чтобы никогда больше абхазский народ не подвергался дискриминации, и чтобы абхазский народ был открыт для сотрудничества со всеми своими соседями, конечно же, и с Россией, но не только с Россией, а со всеми, кто живет на Кавказе, потому что только вместе можно делать этот регион процветающим, только вместе можно достичь, если хотите, конкурентоспособности в мире, который становится все более глобальным, и нужно объединять усилия для того, чтобы в максимальной степени достигать позитивных результатов и для государства, и для народа. Спасибо вам за уделенное время, за интервью. Спасибо. Спасибо.